Всем привет! Сегодня 1 сентября, город Якутск, первый день осени, день знаний. Давайте погуляем. Сейчас вечером, кстати, выглянуло солнышко, какие-то банки. Выглянуло солнышко, стало тепло, а с утра, в общем-то, было прохладно и дождик лил. Смотрите, магазин кальянной индустрии даже есть. Здесь цветочки продают. Это мы... смотрите, как здесь оформили они. Здесь высажены цветы. Это красиво. Так, вот тут зелено, смотрите. Так идешь, как будто бы под этой... в туннеле, ага. Хорошо все-таки. Вот еще один банк, Россельхозбанк. Здесь и надпись «Берегите посадки». Берегите посадки. Вот, смотрите, впереди какое интересное строение, целая арка. Давайте переходим. Там селфи-зона, даже любовь, морковь. Тут можно даже фоточку сделать. Ярославского, 17. А здесь у нас Сбербанк. Филиал Сбербанка. Вот они здесь. Кстати, подойдем там, посмотрим. У них довольно интересно. Сделана вот эта вывеска. Они сейчас как ребрендинг же сделаны. Смотрите, Сбер. В таких камушках. Довольно популярный банк в стране у нас, в городе, поэтому народ постоянно там находится и вечно очереди. Обычно Сбербанковский банкомат, в отличие от других банков. Так, ну я говорил, да, это улица Ярославского. Сейчас вечер, 6 часов, поэтому вот уже, я смотрю, школьники, многие даже после школы, видать, переоделись, возвращаются. Да, кстати, заметил, что летом было меньше народу значительно. И вот народ стал появляться только как раз в конце августа, потому что, видать, многие приехали с других мест вот в город на учебу, студенты, школьники, учителя. Короче, все съезжаются к 1 сентября и значительно сразу возрастает количество и транспорта на дорогах, и людей, и в автобусах. Вот людей намного больше ездит. Сейчас уже, в общем-то, даже переполненные автобусы в час пик. Ну вот мы подошли, это бывший кафе «Катюша», кто знает, здесь было. А сейчас здесь хачапури, ресторан на грузинской кухне. Вот у них тоже здесь все красиво оформлено. А здесь напротив мы видим Саха-центр и торговый центр, там этажи, Айцум, соответственно, вот в той стороне. Ну, место тусовки известное. Тут много людей ходит, тоже и машин, очень много транспорта. Ну, здесь тоже только вкусная еда. Тут куча всяких магазинов. Вот там большой магазин ДНС, Шоп.ру, известный. Туда не пойдем. Сейчас вот по Ярославскому здесь прогуляемся. Знаете, участок улицы Ярославского. Посмотрим, как эта улица выглядит в данное время. Ну вот он даже гипер, там вывеска гипер, то есть он довольно большой, самый большой по площади
среди ДНС, которые находятся в городе. Ну, и здесь вот раньше в этом помещении, в этом здании, я вам показал его, находился магазин ткани или Туяра. То есть здесь в эпоху, когда что-то шили там сами, да, был дефицит каких-то товаров, там, одежды, то есть люди сами пытались что-то шить. Но сейчас это уже не актуально, потому что проще значительно купить одежду, чем ее шить там. Еще уметь надо, а материалы, наверное, по затратам обойдутся больше, чем купить эту одежду готовую уже. Так, ну вот, проходим дальше по улице. Так, как мне в эту сторону перейти-то? Сложно, наверное, да? Да, хороший сегодня вечерок такой, спокойный. Все-таки с утра было холодно. Встаешь, пока отопление не дали, довольно-таки холодно в квартире, в доме. Поэтому встаешь и сразу начинаешь двигаться, шевелиться. Уже теплее становится значительно. Даже под двумя одеялами мерзнешь, когда лежишь. А встал, походил, и стало телу уже тепло, согрелся. Такой здесь длинный тротуар. Плиточка лежит. Ну, местами она так как бы уже прогнулась. Там ложки есть, соответственно. То есть, видать, там этот песочек, который под этой плиткой лежит, он, не знаю, что с ним происходит, но начинается вот такая деформация со временем. Кстати, здесь, я смотрю, тут дом покрасили, что ли, да, покрасили его так вот, чтобы стал более эстетически приятнее выглядел. Так, вот здесь вот переход, я вижу, сейчас мы перейдем на ту сторону и пройдемся еще по той стороне. Тут, кстати, дом-музей находится, старинное здание еще 19 века строения, насколько я знаю. Тут, ну, какие-то во времена революции происходили события. И, соответственно, сейчас, смотрите, какое у него строение мощное, да, то есть такие брусовые, брус такой мощный. Смотрите, можно даже подойти, и от забора видно, да, от забора вот еще того времени. И получается у них первый этаж, он там без окон, и второй этаж вот на высоте. Так вот сделано. Так раньше делали. Тут, кстати, идет, смотрите, ремонт Ярославского 5. Что тут написано? У нас Романовка, исторический памятник республиканского значения. В этом доме в феврале 1904 года проходил 18-дневный вооруженный протест политически ссыльных против самодержавного режима и административного произвола в ссылке. Ну вот видите, да? То есть 1904 год он уже стоял, соответственно, 19-го. Такой вот здесь забор. Тут еще что-то делают. Смотрите, и памятник. Сейчас посмотрим, кому. Курнатовский. Памятник Курнатовский. Тоже, видать, какой-то революционер. Эти все памятники, они были поставлены в советские музеи. Эти были еще в советское время открыты, поэтому, соответственно, это деятели какие-то партии, революции и так далее. Все. Так, а тут что у нас? Гаражи, второй этаж, и там у них, смотрите, магазин.
Придется там вот дальше переходить. Здесь химия для моек или декор. Это улица дома Ярославского, дом 3. И там напротив, вот смотрите, вот эти здания, это относятся к 203 микрорайону. Сейчас мы выходим на улицу Чернышевского. Указатели вот на переправу в Намцы или Покровск. Это ледовая переправа, это зимой она действует, соответственно. И выходим на улицу Чернышевского. Там вот через дорогу заправка. Машины заправляются бензином. И тут переходик вот такой есть. Светофор. Так, идем дальше. Это мы уже на улицу Чернышевского свернули. Здесь магазин был когда-то продуктовый, а сейчас здесь, сейчас разверну, магазины Бай Анай, охота и рыбалка, потом Узоры, салон керамической плитки, и вот там Чайхана Ташкент. Поближе туда подойдем, к Чайхане. Да, у них здесь вот цветочки так высажены, дорожка даже выстелена. Идем дальше. Как вы видите, большие заторы, пробки. Сейчас конец рабочего дня, рабочий день. И вот по этой дорожке пройдем. Вот, кстати, смотрите, дома на сваях Хабарова, дом 3. Вот такие вот сваи. Это получается дом, называется хрущевка. Как говорится, тут маленькие такие комнатки, маленькая кухонька. Вот они времен 60-х, 70-х, наверное, годов. 60-х в основном годов постройки. Стоят, в общем, нормально. И вот эта вся нижняя часть открыта для вентиляции, чтобы, зимой фундамент замораживался, чтобы сваи не оттаивали. Соответственно, дом простоял дольше. Как известно, проблема сейчас с потеплением во всем мире, если вы знаете. Она касается Якутии тоже, а у нас вечная мерзлота, то есть эта тема актуальна. Продуктовый магазин Чарон. И вот здесь, в этом здании, вот этой хрущевочки, кто знает, магазин «Прогресс». Когда-то был это единственный, в общем-то, магазин по продаже велосипедов, спортивного какого-то инвентаря, там лыжи. Вот здесь вот Хабарова 5. По этому адресу мы сюда, я помню, ездили все время. Либо велик, либо какие-то колеса купить к нему. Сейчас этих магазинов по продаже техники, вело и так далее очень много в городе. Там на рынке продают. А сам магазин, по сути дела, остался. И он остался, в общем-то, с тем же ассортиментом. Немножко добавилась продукция, товары для рыбалки, охоты, туристское снаряжение. Вот он так все и стоит здесь. Вернее, здание это стоит, просто некоторые магазины в городе уже закрылись от того времени, да. Допустим, магазин «Полет», который рядом с аэропортом находится, его продают. Помещение это, соответственно, продают. Не знаю, продали, нет. Там место хорошее. Проходная улица Портовская. Там, наверное, хорошие деньги запросили за аренду. Вот здесь мы видим вот такая дорожка. Еще, смотрите, плитка времен Советского Союза лежит. Местами она
разрушилась, а в основном она вот такая еще, в принципе. Ничего с ней не случилось. Скверик вот такой вот, березы. Ну да, березы, эти деревья, конечно, защищают вот этот дом. Людей, которые здесь живут, в этом дому, от пыли и шума, я думаю. Хотя пыль у нас везде, по всему городу. У нас как бы сухой климат, поэтому вот это все от машин, довольно-таки много пыли, грязи и, соответственно, осаждается в домах, квартирах, где-то на мебели и так далее. Довольно много вот этой пыли. Если где-то у вас дом в лесу или в поселке, там, где транспорта вот столько нету, да, то у вас значительно чище. Вот с цветами идут уже 1 сентября. Так, и здесь небольшие вот такие вот лужи. Большие лужи. Напротив, напомню, вот это 203 микрорайон, там 202 микрорайон. Вот это здание, кстати, большое такое, типа треугольного, его продают уже сколько лет, не знаю, уже 10 или больше даже лет. Никак их продать не могут. Так что у кого есть желание, берите его. Проходим дальше. Вот, березки. Очень хорошо уже местами листва пожелтела, как мы видим на березках. То есть осень в Якутске уже, я не знаю, недели 2, наверное, точно. То есть это похолодало как-то резко у нас. То жара была, то сейчас похолодание. Вот такая температура сейчас где-то градусов 15, но ночью она опускается до плюс 7 градусов. А сегодня я видел где-то в новостях, что в Якутии уже заморозки. Вот смотрите, как солнце полыхает. Это улица Ленина, проспект Ленина. IT-парк. Здесь у них вот такие вот скамеечки, лавочки стоят интересные. Какой-то камушек, смотрите, даже с цветочками. И вот здесь вот китайский ресторан открыли. Все, ждем. Переходим дорогу. Внимательно. Шеф Тиджан, китайский ресторан. Кстати, несколько ресторанов китайских в городе. Как известно, пищу такую у них, пища остренькая. Ее любят. Корейский ресторан есть, суши-ресторан. Вот. Суши-бары есть, суши-доставка. Все вот это вот можно заказывать, и вам прямо домой или куда там вы хотите, это все привезут. Так, еще здесь есть небольшой скверик. Вот здесь вот это у нас улица Черяева, да? Вот это вот пересечение Черяева и Хабарова, да? И вот в честь руководителя Якутии памятник стоит. Это памятник Черяеву Гаврилу Иосифовичу. Он во времена Советского Союза был руководителем
республики довольно продолжительное время. Он сделал много полезного, вот поэтому тут вот такой ему памятник, бюст стоит. И здесь вот эти флаги развешаны столетие республики. Вот в этом году отмечали. А здесь небольшая такая зона. Вот тут лавочки, можно посидеть на них. Тут вообще-то немножко шумно и пыльно. А так, в принципе, такой вот небольшой скверик. Было бы хорошо, конечно, еще вот здесь, чтобы деревья какие-то посадили, типа березок таких красивых, чтобы немножечко все это фильтровало воздух. Еще один перекресток. Кстати, вот здесь еще есть Сбербанк, тоже большой, довольно большой офис у них. В этом, ох, смотрите, какие здесь машины здоровые. Они еще шумят, КАМАЗы ездят, строительная всякая техника ездит по этой улице. Поэтому пылюги здесь очень-очень много. Кстати, вот это вот ДНС сервис, то есть магазины, они находятся в городе, и соответственно вот это вот, у кого техника ломается, сюда надо везти. Вот такая вывеска здесь у них большая. Получается, это на улице Хабарова, где недалеко от площади Победы. Так что вот такие вот дела. Такой вот первый день осени сегодня. Первый день знаний, день знаний. В принципе, погодка хорошая. Хотелось бы, да, еще чтобы погода такая подольше постояла, потому что что-то я читал, где-то по прогнозам зима, насколько правда не знаю, но по прогнозам зима будет прохладная, там минус 50 градусов, поэтому надо погреться еще, пока погреться. Что-то лето быстро так пролетело. Просто оглянуться не успели, как зима у нас, как осень, как уже холодрыга, люди все в куртках ходят, соответственно, уже так в шортиках не походишь. Ну вот он, по сути дела, вот климат, где находится Якутск, так и называется, остроконтинентальный, то есть резкие перепады температур зимой и летом, вот возможно. Но климат сухой, поэтому, в общем-то, зимой этот мороз, он, ну, если бы была сильная влажность, допустим, в городе, он легче переносится относительно, конечно, хотя замерзаешь минус 50 очень быстро. Очень быстро. Многие, кто сюда приезжает, кто никогда не был, допустим, в России, никогда не чувствовал вот эти холода, там, минус 40, они просто в шоке от мороза. У них сразу кожа деревенеет, начинает трещать. Ощущения такие незабываемые, да? Ну, а нам это дело все привычно, потому что якутяне это все стойко выносят без проблем. Так, здесь у нас хлебница, частная пекарня. Кстати, стало много пекарен, там можно даже посмотреть. Стало много пекарен в городе, и люди довольно-таки активно там покупают продукцию, довольно-таки активно, потому что готовить дома это надо, во-первых, желание, время и еще какое-то умение. А если ни желания, ни времени, ни умения нету, то, соответственно, сейчас много всяких доставок, потом выпечка, все это продается.
Ну вот это площадь Победы. Так, пошив унтов, но он закрыт пока. Обувь. Пока у нас лето, она пока подшивать нечего, поэтому вон киоск этот закрыт, а зимой они открываются, как правило. Ну вот, смотрите, вечная мерзлота что делает. Вот этот пенек, он вылез, то есть его не было, а его выдавило оттуда изнутри вечной мерзлотой. Вот эти перепады зима-лето, и его мерзлота оттуда выдавила наружу. И сейчас вот такая здесь такой пенек. Вот там вот памятник еще военных времен Т-34 на площади Победы. И опять кто-то там по нему лазит. Ну, обычно лазят детишки. Это дом по улице Хабарова, дом номер 23. Тут поликлиника находится. Я не знаю, Водников, по-моему, что ли. Насколько я знаю, была. Ну и здесь вот часовня. Это тут площадь Победы, и эта часовня как бы стоит в честь победы погибшим воинам. Так, и здесь есть памятник памяти павших во имя живых. Подвигу участников боевых действий посвящается. Если подойти, есть цветок, тюльпан одинокий и видно, кстати, вот эта пыль сейчас здесь надо по дороге, которая машины ее поднимает. Явно четко видно. Это улица Богатырева у нас. Сейчас мы, кстати, на ней свернем, на нее свернем. Так вот, вернее, правильно. И вон пойдем на солнышко. Вот у нас солнышко, и мы в ту сторону пойдем. Здесь, кстати, вот в этом здании картинная галерея на первом этаже. Кто хочет приобщиться к культуре, вот сюда добро пожаловать. Картинная галерея академика Афанасия Осипова. Вот проходят, тут телефоны указаны какие-то, сайт есть, так что какие-то даже здесь мастер-классы и так далее проходят. Ну, обычно вот в этом месте, да, парад Победы проходит вот на площади, и здесь очень-очень много народу стоит. И вот сюда вот залазят люди, чтобы как-то увидеть что-то там вдалеке. Хабарова 27. Адрес вернули на улицу Богатырева. Здесь, вот это я забыл показать вам, это речное училище. Но сейчас это институт водного транспорта. Тут уже высшее образование. Вот это у них пристройка, это спортзал. И здесь школа. Школа находится. Здесь мини-гостиница. Потом там редакция газеты «Эхо столицы». Но, по-моему, сейчас такая газета не издается. И библиотека вон там. Она раньше здесь был, насколько я помню, ресторан или кафе под названием «Маяк». Вот в этом здании. Это адрес Хабарова 22, 27/1. Угу. Ну, вот, кстати, школу отремонтировали к 1 сентября. Очень много школ отремонтировали. Надо будет, кстати, пройтись, посмотреть, как их сделали. Ну, по крайней мере, снаружи. Понимаю, что с целью безопасности туда внутрь посторонних лиц не пускают. Ага, но снаружи можно посмотреть. Там во многих школах окна поменяли, еще деревянные были. Ну, это вот такой типовой советский проект. Ага, еще как бы школа таких много в городе. Однотипных таких школ, но она удобная. В общем-то, трапеза, зоомаркет.
для любителей собачек, кошечек и других зверюшечек, бурундучков, хомячков, кого там еще, каких-нибудь ужей, этих ежиков и так далее. Магазин Русич. Здесь смотрите, здесь вот Богатырева 5 адрес. Афанасий, кстати, Богатырева, вот еще старая табличка висит такая, которая с советского времени. И здесь у них, смотрите, какой дворик аккуратненький. Но дом уже куда-то вниз погрузился. Каких 50-х, наверное, или даже, может, 40-х годов, точно не знаю. Но здесь вот такой хороший, смотрите, какой. Идешь, и деревья, березки вот такие вот растут. Это сколько лет назад их посадили. Смотрите, вот. Еще деревянные окна. На втором этаже люди живут. На первом пластиковом, но уже куда-то под низ. Представляете, все это упало под низ. Вот у них, смотрите, какие вот эта вот дырка. Это называется форточка. Ее затыкали такой ватной подушкой. Да. Ну вот еще музейные экспонаты стоят, конечно, это все снесут. Вот еще один дом. Ну вот смотрите, как здесь все палисадничек. И вот тут еще березки. Такие старенькие. У них, кстати, вот смотрите, как закрыто все. Видать, там что-то у них. Ну или грядочка какая-то, или что-то, может, выращивают лучок там, травку какую-нибудь. Съедобную, я имею в виду. Ну и выходим уже вот это вот новые здания здесь. Построенные буквально несколько лет назад. А здесь, смотрите, вот эти березы, вот они какие толстые. У нас в Якутии как бы климат-то холоднее, поэтому деревья, они все поменьше размером будут. Но вот они, тут дом стоял, его снесли, но деревья вот оставили. Вот это хорошо, в общем-то. Это хорошо. Ну вот мы подходим к перекрестку улицы. Это Губина у нас, да? Губина и улица Богатырева. Есть небольшой такой тоже домик. Тоже палисадничек, вот эти деревья такие вот шикарные. Ну и в общем-то вот здесь я видео заканчиваю на этом самом месте. Поэтому, в общем-то, всех поздравляю с 1 сентября, Днем знаний. У кого детки пошли в школу. Всем пока.